Строительство детского сада в Очимчире началось в 2017 году, а двери садика должны были распахнуться еще в 2019. Однако здание до сих пор не введено в эксплуатацию. Всему виной ряд выявленных нарушений, сделанных во время строительных работ. В связи с этим администрация района обратилась к главе государства. По поручению Аслана Абжания Министерство экономики образовало рабочую группу, в которую вошли сотрудники УКС, Управление по строительству жилищно-коммунального хозяйства, Министерство образования, генеральный подрядчик и администрация района. Специалистами был проведен детальный осмотр объекта, а затем составлен список нарушений, в который вошли 18 позиций. Одна из основных проблем – трещины на несущих конструкциях. Было принято решение усилить конструкции с помощью ламелей. Есть такая технология, которая позволяет усилять конструкции, где есть какие-то замечания. То есть на сегодняшний момент работы по данному виду замечаний, если так говорить, они были сняты, потому что работы выполнены, работы проводились с помощью организации, которая просчитывала необходимость тех или иных видов ламелей. Они не просто ставятся наугад, то есть они рассчитываются и подбираются необходимые. Работы были сделаны. Помимо этого, в течение около 2,5 месяцев была дана нагрузка на вышестоящих этажах, в качестве испытаний, чтобы понять, пойдут дальше трещины, раскроются ли они, либо появятся еще какие-то деформации, которые мы не можем сегодня увидеть. Способ усиления конструкций с помощью ламелей проводился и ранее в 2 гудаузских детских садах. По словам специалистов, он проверен не раз. Тогда, помните, там выяснилось, что подрядчик положил пластиковую арматуру, Гагарина и Нижний, оба. Пластиковую арматуру, которой не хватало по несущей способности. И мы применили вот эти ламели. До сих пор это все работает очень хорошо, это вопрос нет. То есть это не первый случай, когда мы эту методику применяем в Абхазии. Насколько эффективно проведены работы по устранению нарушений на несущих конструкциях в подвальном помещении, вице-премьер-министр экономики совместно с главой администрации района Бесланом Бегвава и специалистами проверили на месте. Да, вот они идут. Здесь, вот мы по периметру везде они. Фактически все несущие балки вы укрепили. После совещания в районной администрации и осмотра самого садика совместно со специалистами и главой администрации города вице-премьер, министр экономики Кристина Узган подвела итоги, отметив, что детский сад практически готов к эксплуатации. Осталось только установить резервуар с водой, провести работы по озеленению территории, убрать строительный мусор, а также устранить небольшие проблемы с электричеством. Напомним, речь идет об инвестпрограмме на 2017-2019 годы. Изначально в проекте не было предусмотрено накопителя, то есть необходимо поставить бак. Это первое. Второе, то, что касается вопросов, связанных с поставкой оборудования, инвентаря. Этим занималось Министерство образования. Судя по всему, там комплекс обязательств не был выполнен полноценно. Там разница составила порядка 70 тысяч рублей. Сразу после того, как эти вопросы будут решены, объект ведут в эксплуатацию. Детский сад рассчитан на 100 мест. Кроме того, в рамках поездки на совещании обсуждались вопросы реализации мероприятий по инвестпрограмме на 2021-2022 годы по Очимчирскому району. Речь идет об освещении участка республиканской трассы Очимчира-Сухум, ремонте системы водоснабжения и капитальном ремонте нескольких участков дорог в городе и районе. Общий объем средств, выделенных на Очимчирский район в рамках инвестпрограммы, составляет 223 миллиона рублей. Из них на освещение республиканской трассы заложено 83 миллиона. На первом этапе будет проведено освещение на участке протяженностью в 19 километров от села Адюбжа до села Тамыш. Завершен капитальный ремонт распределительных электросетей в селах Лабра и Гуада, а также ремонт водозаборного сооружения в селе Мык. Гугуца Вардания, Давид Давицба, Абхазское телевидение.